Юрий Трутнев вместе с главой региона посетили агрокомплекс Сунжа и сад-гигант Ингушетия. Оба объекта являются крупнейшими в округе и занимают основную нишу в производстве фруктов и овощей. Репортаж Зелимхана Калоева. Горный воздух сменился равнинным. После посещения башенной крепости во Внушке делегация направляется в агрокомплекс Сунжа. Крупнейшему тепличному хозяйству Ингушетии есть чем удивить. Выращивание томатов по особой технологии и как результат новые сорта полюбившиеся ягоды. Под помидоры здесь выделено 10 гектаров. Вице-премьер правительства России Юрий Трутнев вместе с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым ознакомились с технологическими процессами предприятия. Гостям рассказали про уникальные методики, которые применяются на практике. В борьбе с вредителями в помощь овощеводу приходит биометод. Это хищные клопы, поедающие паразитов, которых даже ночью определяют так называемые светоловушки. Особенность технологии в чем? Кроме того, что я сказал, что там автоматизированная подготовка, здесь практически в самых таких малых необходимых количествах только применяется инсектициды. Здесь каждый 12 ряд это биоряд. Кстати, воронежского производства макрофолуса и воронежского уже производства шмели. Они опыляемые сорта. То есть как бы естественные. Какой год вы работаете? А? Какой год вы работаете? 2 года. В общем, вся территория агрокомплекса – это 2 теплицы под чутким наблюдением специалистов. Зампред правительства страны сразу обратил внимание на объем дохода предприятия за 1 год. Мы продали 2200 тонн на 160 миллионов рублей. 160 миллионов. Да, но оборот был начат с опозданием, там немножко со строительством у нас. Поэтому, Прибыль чистая такая. ну, мы вышли в ноль. Вышли в ноль. Да. Но это был первый. Ну, это вообще 21 миллион был, чистая Да, прибыль ну, была, да, после всего этого. Мы опоздали просто. А в этом году намного больше. Цикл. В день здесь собирают до 50 тонн томатов 2 сортов Физума и Монар. Специально созданный микроклимат с учетом всех параметров, включая освещение, температуру и влажность воздуха, помогает вырастить вкусные и полезные помидоры. Весь процесс автоматизирован. Для красных ягод подвели углекислый газ, которым насыщают плоды, а корни питает кокосовая стружка. Корень находится в зависимости от культуры, тоже в зависимости от солнечного дня, интенсивности излучения подается раствор. Подается раствор через эту капельную систему. Вся система называется капельный полив, то есть капельное орошение. Подается необходимый раствор, необходимая пропорция. Растение питается этим раствором, соответственно, подается СО2. Как мы видим сейчас, солнце высокое, высокая радиация. И, соответственно, все это в комплексе дает нам хороший урожай. Помидоры, как и эмбрион людей, растут 9 месяцев. Производственность за полный цикл более 6000 тонн. Уборка урожая сейчас в самом разгаре. Овощеводам необходимо управиться до 20 ноября. Эльза Тушишвили признается, работать с этой культурой ей очень нравится. В неделю 2 раза помидоры собираем, листья убираем, которые не нужны уже. А потом подметаем все это. Бригада у нас очень хорошая. Тем временем почетные гости направились в еще одно крупное предприятие – сад-гигант Ингушетия. В этом году, если бы не капризы погоды, аграрии планировали собрать 42 тысячи тонн самых вкусных яблок. Мы по рентабельности закрыли бы и те займы, которые они получили от своих же инвесторов получено. Мы от государства здесь получили только на закладку сада, вот эту часть. На оптово-распределительный центр, куда мы едем, у нас стоимостью 4,5 миллиарда, мы не получили ни рубля дотации, субсидий не получили. Заглянула делегация и в оптово-распределительный центр сада-гигант Ингушетия, крупнейший по своим масштабам в Европе. Он позволяет одновременно хранить до 36 тонн плодов, а производственность линий по товарной обработке более 20 тонн в час. Почти всю работу выполняет автоматика. Вот те, кто нам устанавливал вот эту программу, мы ее собрали. Итальянцы, немцы, они просят, чтобы им разрешили для других тиражировать. Пока мы не даем, потому что дальше ноу-хау, здесь полный учет. Ни одно полето не может самовольно отсюда выйти, потому что даже в центральной бухгалтерии видят, если она выпадет, программа сбивается. Увиденным вице-премьер России остался доволен, однако многие моменты еще предстоит обсудить на расширенном совещании. Отмечу, что Юрий Трутнев в правительстве страны курирует и занимается вопросами Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа после упразднения в макрорегионе Минкавказа. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.